тема «Творческое мышление. Партия чемпионов мира» от Эйви до Гарри Каспарова. Ну, соответственно, партии чемпионов мира и показывал. В турнире на сегодняшний момент сыграно уже 3 тура, пока удается достаточно неплохо играть, все 3 партии выиграл, но самое интересное впереди. Ну вот вчера как раз была очень упорная борьба в партии с иркутским шахматистом Арсением Чумаевским, но удалось в этой упорной борьбе все-таки склонить чашу весов в свою пользу. Турнир, как бы так скажем, с самого начала для меня не очень задался. В первом туре я проиграл местному игроку, а сейчас более-менее жизнь налаживается, я партию выиграл. В принципе, турнир только по большому счету еще начался, только 3 тура прошел. Еще впереди 6, значит, шансы все будут. А так, прием отличный, просто замечательная погода, как выяснилось, тоже очень хорошая, близко к нашей Сургутской, поэтому все комфортно. Ну, как бы уровень игры, скажу честно, очень удивил, потому что у людей, по большому счету, не самый большой рейтинг, и чаще всего, скажем, с таким рейтингом играет не очень хорошо. И я бы сказал, что он занижен пунктов на 200, на 300, то есть реального, если так смотреть по игре. То есть надо людям, может быть, из Якутии куда-то выезжать и показывать свой класс, помимо самой Якутии. То есть играет, в принципе, очень хорошо, то есть никто не разваливается. Поэтому есть смысл куда-то поехать, показать свой класс. Учили партии гроссмейстеров, а точнее чемпионов мира, ну и научились красивым ходам, идеям, дебютах, планам и так далее. В Кубке Главы прошло всего 3 тура. У меня 1 очко. Вчера я проиграл в 1-м туре и в 3-м туре, а во 2-м выиграл. Я участник Кубка Главы, и также я каждый день участвую в мастер-классах приезжих гроссмейстеров из других городов. Они рассказывают про свои партии и свои успехи, как они их добились, показывают дебюты и партии своих соотечественников. И про Кубок Главы, то я очень рад, что я там участвую, так как туда приехала. Там участвуют очень сильные игроки, опытные, и когда я с ними играю, я получаю большую удовольствие. Параллельно проходят мероприятия, мастер-классы и сейчас одновременные игры. На сегодняшний день сейчас одновременные игры провел международный гроссмейстер, обладатель Кубка России из Сургута Алексей Владимирович Придорожный.
ему посчастливилось сыграть с нашими 27 участниками смешанными, вот, те, которые интересуются шахматами. И местное население у нас очень приятно сыграли, 3 ничьи сделали. Это Статинского улуса Артур Васильевич Слепцов, первую ничью, вторую ничью ученик классической гимназии Андрей Чаптыков, и самую такую за одаренность третью ничью заслужила Алиса Харлампиева. Маленькая девочка, она 15-го года рождения, 8 лет девочке. И по рассказам международного гроссмейстера, эта девочка никаких ошибок по дебюту, никаких ошибок не сделала. Стартовал 4-й тур. Положение после 3 туров следующее. Лидеров 5 человек. 5 человек. Гроссмейстеры Шамоев, Крякин, Кокарев. Значит, мастер из Хабаровского края Рычков и шахматист из Якутска Владислав Жирков. Вот сейчас, в данный момент, я просто смотрел, быструю ничью заключили между собой Крякин и Шамоев. Вот. Ну, тем интереснее развитие сейчас событий, как сыграет вот Гребнев с Жирковым и как сумеет ли выстоять Рычков против гроссмейстера Кокарева. Очень хорошо, я еще раз говорю, что очень хорошо, что цели и задачи, которые ставилось положением о этом соревновании, о Кубке главы, оно выполняется. То есть это популяризация шахмат и повышение мастерства спортсмена.